Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Представители больше 50 стран в Казани. С Международного образовательного форума ФИСУ. Салават Мухаммадулян. Чтобы мамы могли работать и не переживать за своих малышей. Сейчас отправлю детишек в садик, постараюсь выйти на работу. В республике продолжают открываться новые детские сады. Один из них увидела и Зарина Ахметова. Первые главные слова. Казанские курсанты впервые принесли клятву танкиста. Что она значит для будущих воинов, узнал Рамиль Шайдуллин. Холода еще не близко. В таком количестве я их увидел впервые. В Татарстане гостят журавли. Какую погоду предсказали пернатые метеорологи, знает Наталья Мезина. Татарстан готовится к одному из главных политических событий года, к выборам в Государственный совет республики. Завтра день тишины в преддверии голосования. К татарстанцам обратился Рустам Минниханов. Нам нужен деятельный и работоспособный парламент. Президент отметил важность этого выбора и попросил поддержать курс преобразований. Уважаемые татарстанцы, 8 сентября нам предстоит выбрать депутатов Государственного совета республики. Избирательная кампания прошла достаточно спокойно и конструктивно. На каждый мандат претендуют по 4 кандидата от различных политических сил и самовыдвиженцев. Вами высказано немало замечаний и наказов. Все они будут учтены в работе. Мы готовим новую республиканскую программу «Наш двор». За 3 года будут благоустроены все дворы. С учетом пожелания сельчан уже приступили к работе 4 медицинских комплекса, мобильные поликлиники. Будут продолжены действующие программы. Все это стало возможным благодаря экономическому развитию, новым производствам, устойчивому росту инвестиций и инноваций. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Предстоит решить еще много вопросов. Надо смело идти вперед, опираясь на поддержку каждого из вас. Нам нужен деятельный, работоспособный парламент. Я призываю 8 сентября прийти на избирательные участки, поддержать курс проводимых преобразований, поддержать родной Татарстан. Только вместе мы можем обеспечивать устойчивое развитие республики и повышение благосостояния. Уверен, что так и будет. Сегодня мы спросили татарстанцев, пойдут ли они на выборы и почему важно отдать свой голос. Я пойду на выборы. А скажите, пожалуйста, почему нужно ходить на выборы? Я хочу, чтобы жизнь моих близких и моя стала лучше, поэтому пойду. Кто-то за тебя проголосует, тоже неправильно. Так что пойду. Да, мы пойдем на выборы. Это долг каждого гражданина. Мы сами выбираем то, где мы живем, как мы живем. Не безразлична судьба, кому доверяем власть, так скажем, чтобы за нас какой-то хороший выбор делали хорошие люди. Каждый должен проголосовать, сделать свой выбор, так как после выборов, я считаю, что происходят какие-то изменения. Это же наша жизнь, продолжение жизни. Обязательно надо голосовать. От выбора зависит будущее. Во-первых, мое, во-вторых, будущее страны. В-третьих, развитие нашего города. Я думаю, что каждый из нас должен сам хотеть этого, и знать, что от его присутствия на выборах, от того, что он сходил на выборы, что-то изменится. Изменится наверняка к лучшему. Голосовать пойду обязательно. Каждый год хожу, каждый раз, вернее, хожу. Я по-своему так представляю, например, вы безразличны, я безразлична. Так мы далеко не пойдем. Надо объединиться в один кулак и решать свои проблемы самим. Надо смотреть на будущее и надо быть вместе. Обязательно хожу на выборы. Важен голос каждого избирателя, чтобы он пошел и отдал свое предпочтение той политической силе, которую он считает должна представлять его в парламенте Республики Татарстан.
Итак, сегодня последний день агитации. Партии завершают предвыборную работу. Сегодня онлайн-сервису «Мой депутат Единой России» исполнилось 2 месяца. За это время татарстанцев здесь получили более 8 тысяч обращений. Сегодня на дежурстве Фарид Мухаммедшин. Большинство обращений к нему из районов республики. Они касались благоустройства, социальной помощи, проблем дольщиков. Напомним, этим сервисом может воспользоваться каждый житель республики. Для этого достаточно позвонить по телефону, что сейчас на экране, написать на него через WhatsApp или зайти на одноименный сайт сервиса «Мой депутат». Он будет работать, кстати, и после выборов в Госсовет. Объем работ. Речь идет о газификации водоснабжения, вот этих 2 серьезных вопросов. Так, да? Это вы лично? Так точно. Господи, Боже мой, помилуй. Меня радует, что разговор идет конструктивно. Без какой-то обиды, без каких-то угроз, как иногда порой бывает. Доброжелательный, порядочный такой разговор с постановкой проблемы, которую надо решать на уровне муниципалитета, на уровне жилищного кооператива даже такими вопросами поднимаются. Но есть вопросы, связанные с принятием решений на республиканском уровне. Подводят итоги предвыборной кампании, завершают агитацию в штабе партии пенсионеров. Они подготовили около 500 наблюдателей и столько же членов участковых комиссий с правом совещательного голоса. Перед днем тишины в партии провели последние встречи с избирателями и раздали агитационную прессу. Последний день предвыборной агитации. Теперь уже все в прошлом, уже ушло в историю. Сбор подписей, их проверка. Но сейчас, как говорят, народ в поле, как видели, в штабе сейчас у нас никого нет. Конечная остановка «Казань». Молодежный автобус 14:30 за месяц объездил все районы республики и сегодня приехал в столицу. Главная цель проекта – узнать, что волнует молодежь Татарстана. Итоги объезда республики сегодня подвели в парке Дворца химиков. Общественное пространство в районах, временное трудоустройство и молодежные центры. Некоторые проблемы решали на месте с руководителями исполкомов. Всего в проекте Министерства молодежи участвовало 12 тысяч человек. Есть такая проблема, что не вся информация доходит до молодежи. Мы находимся в Инстаграме, находимся в других социальных сетях. Пока нам кажется это направление правильным, надо увеличивать охват. 14:30 это наш бренд, 14:30 это символ открытого диалога с молодежью. 14:30 это отсутствие барьеров. 14:30 это вопрос доверия, это вопрос справедливости. Вот все то, что беспокоит сейчас молодых людей, это все 14:30. Как возраст, так и формат диалога. Казань принимает волонтеров со всего мира. Сегодня в столице республики открылся международный образовательный форум. За секретами проведения крупных спортивных мероприятий приехали более 100 активистов из 80 стран. Узнал, почему обучение проходит именно в Казани, и попробовал угощение из Аргентины Салават Мухаммадулин. Португальский, арабский, английский и не только. Со стороны тяжело понять, как они общаются друг с другом. При этом сделать селфи, поправить лук и даже попробовать угощение без проблем. Вот аргентинский чай во время интервью. Я здесь учусь, делюсь опытом с моими коллегами, узнаю другие культуры. И я очень счастлива быть здесь. Do you like it? Yes, of course. We drink it all the time. Thank you. We're concentrating. В общем-то, неплохо, но не с чем сравнить, честно. Я никогда такое еще не пробовал. Thank you so much. Good luck. Сегодня все другое становится своим. Казань на неделю стала центром мирового волонтерства. Здесь 80 стран. Я хочу узнать об опыте проведения спортивных мероприятий и потом применить его у себя в университете. Мы хотим здесь многому научиться, чтобы эти знания потом применить на практике волонтерства у себя в стране. И примером здесь служит Татарстан. Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, футбольный мундиаль и WorldSkills. Они признаны лучшими чемпионатами в истории. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой, где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы,
для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Желаю вам успехов и побед! Спасибо Татарстану, спасибо Казани. Сами научились, готовы делиться. Казань форум волонтеров принимает 3-й год подряд. Многие стали говорить по-татарски, находясь в нашей республике. Это тоже нам приятно. Отвечают на «исямсыз», запомнили слово девиза нашей республики «Алга вперед». Это тоже говорит о многом. Как обращаться к гостям, решить сложные кейсы, то есть ситуации, в целом проработать так, чтобы гости хотели сюда вернуться. Мы доверяем вам, доверяем знаниям, энтузиазму. Вы будущее не только ФИСУ, но и своих стран, и всего мира. Опыт, полученный в Казани, волонтеры увезут в свои страны. Так, Япония в 2020 году принимает Олимпиаду. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Чтобы мамы могли работать, а дети играть, сегодня в республике целая череда новоселий. Свои двери распахнули сразу несколько детских садов в Казани, в Челнах и в Лаишевском районе. Они построены по нацпроекту «Демография». Условия оценила и Зарина Ахметова. Ты хочешь пойти в садик? Сегодня мечта 3-летней Мелиссы исполнилась. Маленькую гостью уже ждет игрушка. Так называется новый детский сад рядом с домом. Мы очень рады, садик очень классный. Очередь ждали недолго, встали мы полгода назад. Для малышей здесь найдется место не только для игры. Фитбол, степ-аэробика, театральные постановки, концерты и даже свой музей игрушек. Еще и одной особенностью нашего детского сада является то, что мы планируем в одну группу с одной группой детей работать по программе Монтессори. Для этого мы закупаем необходимое оборудование. Петь и играть в новых детских садах Казани смогут больше 2500 детей. Почти половина в яслях. У Орликина для них построили отдельное здание. Здесь 50 маленьких кроваток уже ждут своих малышей. По проекту у нас есть самостоятельный пищеблок, медицинский блок, прачечная, музыкальный зал. Вздохнули с облегчением мамы и папы в селе Усады. Сегодня их дети познакомились с айтишкой. Открытие нового детского сада на 260 мест очень ждала Эльвира Каримова. Сюда будут ходить сразу 2 ее сыновей. Благодаря тому, что программа «Демография» существует, ребенок до 3 лет тоже попал в садик. По соседству нам, конечно, очень удобно. Сейчас отправлю детишек в садик и постараюсь выйти на работу. При помощи конструктора можно развивать и мелкую моторику, и мышление. А еще внимание и терпение. Здесь у маленьких строителей есть целое поле для деятельности. Чтобы детям не приходилось убирать игрушки, ломать конструкцию, группы оборудовали специальным модулем. Они могут строить здесь дороги, дома, целые города, а после отодвинуть стол вместе с воспитателем, и он не будет никому мешать. До конца года в республике появится 29 новых детских садов, которые примут более 6000 воспитанников. Это предусмотрено с проектом «Демография». 17 учреждений уже начали работать. Республика пошла дальше. Мы 40 своих президентских программ реализуем. И одна из них – это программа капитального ремонта дошкольных учреждений. Вдумайтесь только, в этом году по поручению нашего президента 112 дошкольных учреждений выходят из капитального ремонта. Вот так после капремонта посвежел 42-летний детский сад «Серебряная копытца». После обновления здесь появилась и группа для детей с ограниченными возможностями. По сравнению, что было и что стало, большая разница. Стало удобнее, комфортнее, светлее. Детям будет приятнее ходить, нам водить будет детей приятнее. А ходить сюда будут 195 детей. Первых посетителей ждут уже со следующего вторника. Зарина Ахметова, Рамзеля Гафиатуллина, Андрей Сентальцев, Ринат Сафин, ТНВ, Татарстан. Комфортнее стало и воспитанникам школы-интерната «Солнце». Сегодня там открылся новый 4-этажный пристрой к основному корпусу. Тем самым здесь решили проблему острой нехватки места. Сегодня на площади 2500 квадратных метров столовая, учебные кабинеты и актовый зал. При проектировании учли архитектурную концепцию исторического центра города. И ландшафт сохранили даже 250-летний дуб. Ильсур Медшин осмотрел здание и поздравил детей с началом учебного года. Напомним, школа-интернат открылась в 2013 году. И сегодня здесь обучается 135 детей. Это актовый зал, но частично что-то спортивное тут есть. Видите, вот скалазная стенка, вот шведские стенки, гимнастика. Затем вместе между этими прожекторами и теми, там, скорее всего, будет бадминтон.
Вы счастливые дети, что учитесь вот в таком прекрасном педагогическом коллективе. Я хочу поблагодарить нашего президента Рустема Нургалиевича Минниханова, который не только поддерживает нашего творческого и не только для некоторых неудобного Шмакова, но и в целом образования. И вот этот подарок 1 сентября, я очень рад, что случился. Мы и дальше будем рассматривать улучшение условий. В одном здании можно заниматься десятками видов спорта. В Набережных Челнах после капитального ремонта открылся подростковый клуб «Титан». По республиканскому проекту на его модернизацию выделили более 1 миллиона рублей. Несмотря на то, что клуб расположен в поселке ГЭС, его могут посещать подростки из любой точки города. Всего в Набережных Челнах 26 подростковых клубов. В них занимается более 2500 подростков. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. 75 лет воспитывают патриотов России. Мы с гордостью здесь встали навечно в суворовский строй. Как свой юбилей отметили в Казанском Суворовском училище, увидел Сергей Хайдаров. Холода еще не близко. В таком количестве я их увидел впервые. В Татарстане гостят журавли. Какую погоду предсказали пернатые метеорологи, знает Наталья Мезина. За плодотворное сотрудничество с республикой Рустам Минниханов наградил губернатора Ульяновской области Сергея Морозова орденом Дослык. Он сегодня отмечает 60-летний юбилей. Исторически два региона связывают многолетние добрые соседские отношения в экономике, экологии, общественных проектах. Татары – второй по численности народ, проживающий в области. Их больше 150 тысяч. Периодически в Ульяновске проводятся Дни культуры Республики Татарстан. И на постоянной основе сабантуй, в том числе федерального уровня. В Татарстане разрабатывают стратегию цифровой трансформации региона. Для этого соберут предложения экспертов из разных регионов. Сегодня в Казани открылась форсайт-сессия Digital. На одной площадке встретились около сотни представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества. По итогам обсуждений будет создана дорожная карта с приоритетными задачами по преобразованию этой сферы. Когда мы говорим о цифровизации и о конкретных действиях, то в первую очередь государство должно быть примером того, как эта цифровизация может затронуть государственные процессы. А мы с вами с государством очень часто общаемся с точки зрения государственных услуг. Что касается Российской Федерации, тоже везде вроде бы инициативы правильные есть, но на выходе только остается на уровне слов. Вот, слава богу, Татарстан хоть начал реально уже использовать технологии в реальном секторе экономики. Помочь в преобразованиях должен национальный проект «Цифровая экономика». Для его воплощения уже запущены 5 региональных проектов. По ним будут развивать инфраструктуру. К примеру, к высокоскоростным сетям интернета планируется подключить около 2000 соцобъектов. Еще в планах готовить больше IT-специалистов и расширять перечень электронных услуг. Сейчас ими пользуются более 80% жителей республики. Татарстан, на мой взгляд, признанный лидер, и именно лидер. То есть он не то, что там второе место или делит первое с Москвой. Это признанный лидер в России по качеству, по количеству цифровых идей, реализованных задумок и по идеям именно. То есть это реальная, так сказать, в общем, российская силиконовая долина. Слезы на глазах, теплое объятие старых друзей и театрализованная экскурсия во времена Александра Суворова. Сегодня 75-летие отмечает Казанское Суворовское училище. За годы оно выпустило более 12 тысяч воспитанников. Праздничный парад, полевая каша и открытие нового памятника первому вальсу. Чем запомнится юбилей и как в Татарстане растят патриотов, расскажет Сергей Хайдаров. Ничего на свете лучше нет, чем встреча старых друзей. Таким вот теплым получился этот юбилейный день для преподавателей, кадетов и ветеранов Суворовского. Учеба, математика, информатика. Все у меня лежит прямо в сердце, и все получено в этом Суворовском. Мы с гордостью здесь встали навечно в суворовский строй. Какой бы ни было сторон, куда бы ни занесла судьба,
Огонь суворовских погон в душе храни всегда. Их любовь к Суворовскому не передать и стихами. Выпускники разных лет с теплотой вспоминают годы, проведенные здесь, и благодарят за все учителей. Увидев меня, они говорят, во первую очередь, спасибо. Во-вторых, желаю здоровья. В-третьих, надеются на следующие наши счастливые встречи. Без парада в Суворовском не обходится ни один праздник. За все 75 лет существования из стен училища выпустились больше 12 тысяч кадетов. Они всегда заставляли республику гордиться собой и никогда не подводили. Об этом в своем поздравлении сказал первый заместитель премьер-министра республики. Окончив военно-учебные заведения, успешно командуют частями и соединениями. Добросовестно трудятся в штабах главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации. Это тоже училище. Во времена Александра Суворова всех гостей окунули звезды Качаловского театра. Сыны мои, суворовцы, вам переданы традиции благородного воспитания. Вам их и продолжать. Ни один юбилей не обходится без сюрпризов. Так и сегодня в скверике училища открыли новый памятник. Называется по-военному романтично. Первый вальс. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Детство в погонах, взгляд изнутри на эволюцию Суворовской школы. Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Клянемся, клянемся, клянемся. 133 курсанта Казанского танкового училища сегодня впервые в истории принесли клятву молодого танкиста. Раньше такого нигде не было. Курсанты поклялись быть верными воинскому долгу и возложили цветы в память о павших воинах. Что этот ритуал значит для самих начинающих военных, узнал Рамиль Шайдулин. Торжественно клянемся всегда быть верным Отечеству и курсантскому братству. Клянемся! Клянемся! Звучит текст, а курсанты подписываются под каждой его строчкой словом «клянусь», которое для них значит посвятить жизни этой непростой военной науке. Быть патриотами и достойными гражданами России. Клянемся! Клянемся! В строю 133 будущих танкистов. Впервые они клянутся в верности своему роду войск, еще даже не приняв присягу. Там они присягнут на верность воинскому долгу, здесь танковым войскам. Был проведен, так будем говорить, конкурс на лучший текст посвящения в танкисты. Это курсанты писали сами его. И честь произнести ее выпала курсанту Роману Степанцу. Это клятва, благодаря которой мы вступаем в ряды воинов-танкистов. Что присяга, что клятва танкиста – это высокие ритуалы. Причем для будущего танкиста это больше, чем слова. С клятвой он берет на себя обязательство делать все, чтобы Родина спала спокойно, чего бы это ни стоило. Давая данную клятву, мы берем на себя большую ответственность защищать нашу необъятную Родину, служить нашей отчизне, защищать наших любимых родителей. Ритуал проводится в первый раз. Руководство училища уверено, красивая традиция приживется. Такой традиции у нас еще не было в училище. Я думаю, она зародится и будет существовать долгие годы. А вместе с ней и вручение черных танковых беретов после возложения цветов павшим воинам в память об их бессмертных подвигах. Рамиль Шайдулин, Шад Мухаметов, ТНВ, Казань. Такое в Татарстане также встречается нечасто. Более 400 серых журавлей, занесенных в Красную книгу республики, облюбовали атнинский заказник Ашит. К слову, по всей республике их обычно насчитывается не более 150. Здесь стая редких птиц остановилась перед длительным полетом в теплые края. Уникальное явление увидела Наталья Мезина. Такого в Татарстане еще не было. По крайней мере, на памяти Рамиля Сабирова. Он больше 20 лет руководит природным заказником в Атнинском районе. В этом году на полях охраняемой им территории он насчитал 400 особей серых журавлей и едва поверил сам себе. В таком количестве я их увидел впервые. В Татарстан обычно они прилетают в апреле, но больше 150 пар по всей республике никогда не насчитывали. Здесь же в одном месте 400. Вдаем спокойное место, потому что охраняемая территория. Хорошая кормовая база вокруг. Спокойный участок. Вот я думаю, их привлекает. Остановка в заказнике полюбилась молодым особям. До 4 лет пару они не заводят. Здесь птицы набираются сил для перелета домой.
Для гнездования и размножения птицы выбирают вот такую болотистую местность. Однако из-за пересыхания и построек численность птиц сокращается. Поэтому серые журавли занесены в Красную книгу Татарстана. Их численность 150 пар. Низкая популяция связана с интересной особенностью. В кладке у них всего 2 яйца. На крыло становится 1 птенец. Между ними возникает определенная конкуренция. И один птенец либо его забивают, либо он погибает от недокорма. 2700 гектар природного комплекса, леса, зерновые поля, озера, болота. Птицы не привыкли к человеку, и найти их непросто. Будем за ними гоняться. Обнаружить журавлей помогает громкий крик. Так птицы предупреждают друг друга об опасности. Гнездятся серые журавли в Агрызском районе, в долинах Камы, Ижа, в Волжско-Камском заповеднике. Каждая семья строго охраняет границы своего участка. Это десяток квадратных километров. Пару создают исключительно одну и на всю жизнь. Совсем скоро пернатые расправят 2-метровые крылья и отправятся на зимовку в теплые края Каспия. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, Атминский район, ТНВ. Далее о погоде на завтра, после чего на ТНВ вызов 112. Ну а я прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Спасибо Татарстану, спасибо Казани! Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город». Казань. 222 55 00. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. И вы скажете: я вижу. В этом месяце хирургия катаракты 29 500 рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи 2-й билет в подарок. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережные Челны. Праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Хочешь, я тебе кое-что расскажу? И поймите самое главное. Сегодня, сейчас мы не будем искать истину. Арман! Мы народ, люди. Я надеюсь, он знает, что делает. День рождения у нас. Подарки вам. Datsun от 359 тысяч рублей. Тонна топлива в подарок. Если Datsun, то в марке. 4 пятерки, 3 семерки. Здравствуйте! О погоде через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и плюс 17. На северо-востоке республики солнце спрячется за облаками, плюс 19. На севере Татарстана аналогичная ситуация, 18-19 тепла. На северо-западе республики, в Арске и Балтаси будет ясно, плюс 20. В Кукмарах небо затянет облаками, плюс 19. На юго-западе Татарстана ясно и тепло, плюс 20-22. В центре Татарстана преимущественно облачно, до плюс 19. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций.
Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. В Казани под влиянием теплого антициклона будет ясно и сухо. Днем до плюс 22. Атмосферное давление повышенное. Влажность воздуха в норме. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.